Здравствуйте, меня зовут Даниил Романалиев, я предприниматель, сооснователь Ололо. Как граждане, даже если мы не боремся за власть, как очень часто у нас понимают политику, мы всегда сталкиваемся с теми policies, с теми политиками, которые нам спускают, и мы напрямую от них зависим. Например, сейчас, если мы получаем посылку дороже, чем 200 евро, оказывается, мы должны платить таможенные платежи. Раньше эта стоимость была 500 евро. Вот как простые граждане, раньше мы не должны были платить эти таможенные платежи, а теперь должны. Это пример того, как политика влияет на нашу жизнь. Ну и, конечно, есть куча других проявлений. Ну, например, коронавирус показал, что женщины-политики намного лучше справлялись с задачей. Это касается, к примеру, премьер-министра Новой Зеландии Арден или канцлера Меркель, которые вот в этот период они и коммуницировали со своим народом вот языком матери, да, языком женщины, которая заботится о развитии и сохранении своей нации. В отличие от многих политиков-мужчин, например, если мы говорим о Трампе, который воспринимал ситуацию с коронавирусом как какой-то личный вызов, как какую-то личную войну и очень долгое время отрицал существование этого вируса и его серьезность. Из-за этого Трампа сейчас очень многие обвиняют в том, что количество смертей в Америке настолько большое. Это можно было, по крайней мере, уменьшить более серьезным отношением к этому. Поэтому мне кажется, что, как и в любой другой сфере деятельности, также и в политике должна быть здоровая смесь женщин и мужчин. Сейчас в Кыргызстане, конечно, это не так. Мы даже если посмотрим списки в партиях, женщины занимают 4, 8, 12, 16 это место. Это говорит о том, что их включают туда только из-за квоты. И вот на самый конец это двигает. На вот 4 это значит последнее возможное место. И, ну, на мой взгляд, это вот ведет к тому, что мы живем так, как мы живем. Было бы больше женщин в политике, мы жили бы лучше. Ну, я уверен, что если бы я был женщиной, мне было бы намного сложнее. Потому что я должен был бы решать намного больше трудных задач и очень неприятных задач, включая дискриминацию. Я, конечно, не слепой и вижу, что в нашем обществе женщинам намного сложнее пробиваться в любой сфере деятельности, чем мужчинам. И в этом смысле, конечно, мне повезло, что я родился мужчиной. Но я, как мужчина, я стараюсь как-то повлиять тоже на это общество и сделать так, чтобы женщины здесь не испытывали этой дискриминации. Например, в моей компании, которую я соучредил, 70% людей, работающих, это женщины. Так получается естественным путем, потому что когда ты женщин не дискриминируешь, то во всех сферах, требующих человеческой теплоты, женщины начинают доминировать, они справляются с задачами намного лучше. Я бы хотел, чтобы женщин воспринимали как людей, и мужчин воспринимали как людей безотносительно к полу. Я бы хотел жить в обществе, где человека судят по его способностям, достижениям, результатам, а не потому, какие у него там физические особенности. Если так будет, Кыргызстан будет жить намного лучше. Я очень много изучал, почему так получается, что почти в любом обществе в мире, и речь идет не только о развивающихся странах, но также и в развитых странах, даже в США, мы видим, что женщины дискриминируемы. Женщины на одних и тех же должностях зарабатывают меньше, чем мужчины, к примеру. Женщин в политике намного меньше, женщин меньше в топ-менеджменте. Если вы возьмете список 100 самых богатых людей мира, вы тоже найдете в нем очень мало женщин. И почему так получается? Есть разные теории. Одна из них говорит, что мужчины физически сильнее, и поэтому исторически они доминировали. Но в 21 веке физическая сила не имеет большого значения. Тем не менее, в 21 веке это соотношение и эта дискриминация продолжается. Единственное правдоподобное объяснение, которое я нашел, дает Юваль Ной Харари в своей книге «Сапиенс». Он говорит, что
Такое положение дел сохраняется только потому, что женщины намного менее солидарны, чем мужчины. Для мужчины очень часто неважно, его друг прав или не прав. Вот на публике мужчина всегда будет бороться за своего друга. И даже отстаивать его в тех ситуациях, где он очень жестко не прав. Потому что существует какая-то вот такая глупая мужская солидарность. И тем не менее, эта мужская солидарность, она позволяет мужчинам доминировать. Что я пытаюсь сказать? Положение женщин не улучшится до тех пор, пока женщины не научатся быть более солидарными, поддерживать друг друга.